Сура Сад. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сура 38, аят 1. Сад. Валь-Кур'ани дид-дикр. Всевышний засвидетельствовал величие священного Корана и разъяснил отношение неверующих к этому писанию и проповедовавшему его посланнику. Поклявшись Кораном увещевающим, Всевышний Аллах подчеркнул ценность и важность Писания, которое открывает рабам Аллаха знание, в котором они так нуждаются. Это знание о прекрасных именах Аллаха и его похвальных деяниях, знание о законах и предписаниях его религии, а также о законах последней жизни и справедливом воздаянии. Поэтому мы можем сказать, что Коран является увещеванием и напоминанием об основных и второстепенных вопросах исламской религии. Всевышний поклялся священным Кораном, однако не упомянул о том, для чего он принес эту клятву. Это означает, что клятва священным Кораном подчеркивает величие и важность этого писания. Ему присущи самые прекрасные качества и самые славные эпитеты. И одно только это свидетельствует о том, как сильно рабы Аллаха нуждаются в его познании. Каждый человек обязан уверовать в него, и каждый человек обязан прислушиваться к его увещеваниям и напоминаниям. Сура 38, аят 2. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. Правоверные, которых Аллах наставил на прямой путь, повинуются кораническим заповедям, а неверующие отказываются уверовать в Коран и покориться пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Они поглощены гордыней и неповиновением, то есть надменно отказываются уверовать в Коран, враждебно отвергают это писание и пытаются изобличить его во лжи и опорочить тех, кто уверовал в него. Сура 38, аят 3. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص. Аллах пригрозил неверующим суровым наказанием и напомнил им о том, как были погублены предыдущие поколения грешников, которые отвергали посланников. Каждый раз, когда Божья кара постигала один из народов, неверующие взывали к Аллаху и молили Его избавить их от наказания, но уже не было возможности спастись от лютой кары и избавиться от великой напасти. О грешники! Остерегайтесь гордыни и неповиновения, дабы вас не постигло то, что постигло ваших предшественников. Сура 38, аят 4. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Неверующие удивлялись тому, чему человек совершенно не должен удивляться. К ним явился увещеватель, который был выходцем из их среды. Он был их соплеменником, и в течение многих лет они имели возможность встречаться с ним и узнать его поближе. Ни ревность, ни гордость, ни фанатичная любовь к своему народу не мешали им последовать за Божьим посланником. Все это, как правило, обязывает людей благодарить Господа и повиноваться Ему самым совершенным образом. Однако неверующие поступили наоборот. Они удивились пришествию посланника Аллаха и отвергли его. Более того, они назвали его чародеем и лжецом, и это свидетельствует об их неверии и беззаконии. Сура 38, аят 5. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Они обвинили его в том, что он призывал их отречься от многих ложных божеств и искренне поклоняться единому Богу. Они называли божественное учение удивительным, потому что считали его лживым и порочным.
Сура 38, аят 6. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Старейшины, к мнению которых прислушивались соплеменники, призывали народ не отступать от идолопоклонства, которое они исповедовали в течение многих веков. Они наказали своим соплеменникам: продолжайте поклоняться вашим идолам. Будьте терпеливы и усердны, дабы никому не удалось отвратить вас от дороги ваших отцов. Мухаммад призывает вас отречься от поклонения вашим богам, но у него недобрые намерения. Он пытается достичь своей коварной цели, и вы не должны ему позволить сделать это. Такими словами мекканская знать пыталась перетянуть на свою сторону соплеменников, но каждому благоразумному человеку ясно, что их безосновательные утверждения могли показаться разумными и убедительными только глупцам и слабоумным. Что бы ни пытался опровергнуть человек, будь то истина или ложь, он не должен упрекать своего оппонента за его намерение, потому что намерения и деяния каждого человека являются его личным делом. Опровергая те или иные воззрения, человек должен изобличить их порочность и лживость благодаря убедительным доводам и неопровержимым доказательствам. Однако идолопоклонники не имели таких доводов, и поэтому они разглагольствовали о том, что Мухаммад проповедует свою религию только для того, чтобы обрести славу и привлечь на свою сторону людей. Сура 38, аят 7. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Мы не слышали, чтобы наши отцы говорили то, что проповедует Мухаммад. Да и наши отцы не слышали об этом от своих предков. Продолжайте поклоняться тому, чему поклонялись ваши отцы и деды, потому что они следовали самым правильным путем, а все, к чему призывает Мухаммад, является всего лишь вымыслом и измышлением. Это еще один довод многобожников, однако он столь же безоснователен, что и предыдущий. Они отвергли истину, опираясь на доводы, которые совершенно не способны противостоять ей. Слова посланника Аллаха не совпадали с тем, что говорили их заблудшие отцы, но разве это свидетельствует о лживости и порочности посланника? Сура 38, аят 8. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. Чем он лучше нас и почему Аллах не спаслал откровение только ему? Это утверждение слишком сомнительно для того, чтобы быть убедительным доводом против пророчества Мухаммада. Божьи посланники отличались от остальных людей только тем, что Аллах почтил их своим пророческим посланием и сделал проповедниками своей религии. А что касается бессмысленных и безосновательных возражений многобожников, то причина их кроется в том, что они сомневаются в правдивости ниспосланного Аллахом откровения. У них нет твердого знания и нет никаких доказательств. Неверующие во все времена пребывают в сомнении и неуверенности. Однако они довольны своим положением, и поэтому, когда им открывается явная истина, они бросаются отстаивать свои сомнительные воззрения. Они начинают разглагольствовать и даже пытаются отвергнуть истину, но ими движет не твердая убежденность в своей правоте, а желание оболгать то, что им не угодно. Люди, которые обладают столь скверными качествами и упрямо отстаивают свои сомнительные убеждения, не получают одобрения благоразумных людей. Да и что может быть более скверным, чем стремление опорочить истину? Нечестивцы, которые осмеливаются на столь дерзкий поступок, заслуживают всеобщего презрения и порицания. И поэтому Всевышний Аллах пригрозил им своим наказанием. Они осмеливаются дерзить, пока наслаждаются тленными мирскими благами. Их еще не коснулось мучительное наказание, а если бы это произошло, то они не посмели бы совершать свои отвратительные поступки. Сура 38, аят 9.
أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. А может быть, они осмеливаются на это, потому что владеют сокровищницами твоего Господа и распоряжаются его несметными богатствами? А если это не так, то почему они говорят: неужели только он среди нас достоин того, чтобы ему ниспослали откровение? Их слова несправедливы, потому что только Всевышний Аллах распоряжается своей милостью и своими благами. Многобожники же не обладают никакой властью и не имеют права дерзить своему Господу. Сура 38, аят 10. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. Неужели им принадлежит власть над небесами и землей и тем, что между ними? Если бы это было так, то они бы сумели сделать все, что пожелают. Так пусть же они вознесутся на небеса и попробуют лишить посланника Аллаха Божьей милости. Конечно же, они бессильны сделать это. Почему же тогда эти беспомощные и слабые творения осмеливаются говорить столь дерзкие слова? Все дело в том, что они хотят объединиться со своими единомышленниками и начать борьбу против истины ради провозглашения лжи. Сура 38, аят 11. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. Но они никогда не сумеют добиться поставленной перед собой цели. Их усилия окажутся тщетными, а их воинство потерпит поражение. Сколько народов ополчилось против Божьих посланников, и все они были повержены и уничтожены. Такая же участь ожидает неверующих, которые враждуют с пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. Сура 38, аят с 12 по 14. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. Всевышний предостерег неверующих от наказания, которое постигло предыдущие народы. Они были сильнее, могущественнее и сплоченнее, чем многобожники наших дней, но это не спасло их от лютой кары. Среди поверженных народов народы пророков Нуха и Худа, а также народ фараона, владыки кольев. Фараон получил такой эпитет за то, что имел огромное войско и чудовищную силу. Эта же участь постигла народы пророков Салиха и Лута, а также обитателей чащи. Соплеменники пророка Шуэйба владели густыми зарослями и прекрасными садами, и поэтому Всевышний Аллах назвал их обитателями чащи. Эти народы отвергли своих посланников, и все они были единомышленниками. Они объединили свои усилия для того, чтобы опровергнуть истину, но это не принесло им никакой пользы. Они заслужили это наказание, и ничто не могло предотвратить случившееся. Сура 38, аят 15. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. Неверующие непременно дождутся его, и когда наступит этот час, то никто не сможет избавить их от погибели. Такой конец ожидает каждого, кто упрямо отказывается уверовать и покориться истине. Сура 38, аят 16. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. Нечестивцы просят приблизить наказание в мирской жизни. Они торопят Аллаха с наказанием, и это свидетельствует об их невежестве и отвращении к истине. Сура 38, аят 17.
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. О Мухаммад! Многобожники настаивают на своей правоте и утверждают, что если бы ты был правдив, то их непременно постигло бы наказание. Терпи же их речи и бери пример со своих благородных предшественников. Твоим врагам не удастся опровергнуть истину, и их злые речи не причинят тебе никакого вреда. Они причинят вред только самим себе. Аллах не только повелел своему пророку Мухаммаду быть стойким и терпеливым во время трудностей, но и наказал ему терпеливо поклоняться одному Аллаху и помнить о праведных деяниях искренних рабов Всевышнего. Аллах также сказал: «Терпеливо сноси то, что они говорят, и прославляй хвалой твоего Господа перед восходом солнца и перед закатом». Сура 50, аят 39. Одним из самых славных рабов Всевышнего Аллаха был могущественный пророк Давуд. Его могущество заключалось в большой физической и духовной силе и проявлялось в его усердном поклонении всемогущему Господу. Пророк Давуд отличался тем, что во всех начинаниях обращался к своему Господу. Он всей душой любил только одного Аллаха, обожествлял только Его одного, страшился только Его гнева, надеялся только на Его поддержку, преклонялся и смирялся только перед Ним и обращался с мольбой о помощи только к Нему. А когда он допускал упущения, то искренне раскаивался перед своим Господом и не повторял содеянное. Сура 38, аяты 18-19. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. Аллах вознаградил пророка Давуда за покорность и искреннее поклонение и повелел горам и птицам возносить славословие Аллаху вместе с Давудом в начале и в конце дня. Горы и птицы покорились воле Всевышнего Аллаха, который сказал: «О горы и птицы, славьте вместе с Ним». Сура 34, аят 10. Именно так Аллах вознаградил Давуда за его искреннее поклонение, но это не было единственной милостью Аллаха по отношению к этому славному пророку. Аллах также почтил его великим царством и сказал. Сура 38, аят 20. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Аллах укрепил власть Давуда благодаря многочисленному войску и хорошему оснащению, почтил его пророчеством и одарил великим знанием, а также научил его справедливо разрешать споры тяжущихся людей. Справедливость и мудрость Давуда были хорошо известны его народу, но однажды в душу Давуда закралась недобрая мысль, и тогда Аллах решил вразумить своего пророка и отправил к нему 2 посланцев, которые затеяли возле него тяжбу. Давуд осознал свою ошибку и раскаялся, а всемилостивый Господь простил его прегрешения. Обратившись к пророку Мухаммаду, Всевышний сказал: Сура 38, аяты 21-22. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Это удивительное повествование о том, как 2 посланца Аллаха перелезли через стены святилища, в котором поклонялся пророк Давуд. Они не попросили разрешения войти и даже не вошли через ворота, и это заставило Давуда испугаться. Посланцы сказали ему, что являются 2 тяжущимися, один из которых поступил несправедливо по отношению к другому. Они дали понять, что надеются найти истину.
Для этого они обязались говорить сущую правду и попросили Давуда рассудить между ними по справедливости. Святой пророк не стал бранить двух тяжущихся за то, что они призвали его быть справедливым, и выслушал их историю. Сура 38, аят 23. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. Один из них назвал другого своим братом. Он мог быть его кровным братом или братом по вере, или просто близким другом. Все это означает, что двое тяжущихся были близкими людьми, а следовательно, они не должны были поступать несправедливо друг с другом. Если же один из них обошелся несправедливо со своим братом, то он поступил крайне несправедливо. Затем этот человек продолжил: «Аллах ниспослал моему брату великую милость и даровал ему 99 жен. Ему бы довольствоваться своим счастьем, а он решил жениться еще на одной и теперь просит меня уступить ему мою единственную жену. Он одолел меня в пререканиях и чуть было не отнял у меня мою жену». Сура 38, аят 24. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Давуд выслушал одного из тяжущихся и вынес решение. Кто-то может спросить, почему пророк Давуд вынес решение, не выслушав оправданий второго тяжущегося. Дело в том, что из слов тяжущихся было ясно, что это произошло на самом деле, и поэтому не было необходимости в заслушивании второго тяжущегося. Затем Давуд добавил: несправедливость присуща очень многим людям, и поэтому потомки Адама часто попирают права своих друзей и близких. Этого скверного качества лишены только праведники, которые уверовали и совершают добрые дела. Их вера и праведность не позволяют им поступать несправедливо и притеснять окружающих. Однако их очень мало, и поэтому Всевышний Аллах сказал: «Но среди моих рабов мало благодарных». Сура 34, аят 13. Давуд вынес справедливый приговор и уразумел, что двое тяжущихся явились для того, чтобы испытать самого Давуда и указать ему на правильный путь. Он попросил прощения у Господа за допущенное упущение, совершил земной поклон и покаялся перед Всевышним Аллахом. Сура 38, аят 25. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Аллах простил Давуду его упущение, почтил его многочисленными благами и уготовил для него прекрасную обитель в верховьях рая, неподалеку от трона Всевышнего Господа. Всевышний не поведал о том, какое прегрешение допустил пророк Давуд, потому что знание этого не может принести мусульманам никакой пользы. Толкователи, которые пытаются вдаваться в эти подробности, обременяют себя излишним трудом. Подлинный смысл этого повествования в том, что Всевышний Аллах смилостивился над своим пророком, принял его покаяние и одарил его обителью в верховьях рая. Из всего сказанного также становится ясно, что после покаяния пророк Давуд стал лучше, чем был до этого. Сура 38, аят 26. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Мы наделили тебя правом выносить решения по мирским и религиозным вопросам. Так суди же среди людей по справедливости и не поддавайся чувствам. Для того, чтобы вершить справедливый суд, ты должен знать законы Всевышнего Господа, знать истинное положение вещей и иметь возможность претворить в жизнь справедливое решение. Соблюдай эти правила и не поддавайся чувствам, то есть не склоняйся на сторону одного из тяжущихся из-за родственных связей, дружбы, любви или ненависти. Предвзятое отношение к тяжущемуся не позволит тебе следовать прямым путем. А ведь грешникам, которые сбиваются с прямого пути, особенно если они делают это сознательно, уготовано суровое наказание за то, что они запамятовали о дне расплаты. Если бы они помнили о судном дне, то их сердца наполнились бы страхом перед Аллахом, и они не уступили бы своим порочным желаниям. Сура 38, аят 27. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Всевышний сообщил о том, что сотворение небес и земли преисполнено совершенной мудрости. Господь не сотворил Вселенную ради забавы или развлечения и не превратил ее в нечто бессмысленное и бесполезное. Так думают только неверующие. Они не веруют в своего Господа и поэтому осмеливаются говорить о нем то, что не подобает его величию и совершенству. Горе же тем, которые не веруют. Огненная гиена выместит на адских пленниках всю свою ненависть, и их страдания будут мучительны и невыносимы. Аллах сотворил небеса и землю в истине и ради истины. Эти великие творения свидетельствуют о совершенном знании, всемогуществе и неограниченной власти Всевышнего Аллаха. Только Он заслуживает поклонения своих рабов, а все остальное на небесах и на земле недостойно ни поклонения, ни обожествления. Грешники не задумываются над этим, но настанет судный день, и тогда Аллах воскресит все творения и совершит справедливый суд над праведниками и преступниками. Никому не удастся избежать этого суда, и пусть грешники не думают, что Аллах обойдется с ними так же, как и с праведниками. Это противоречит как божественной мудрости, так и справедливому Божьему закону. Сура 38, аяты 28-29. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Аллах напомнил пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, о том, что ниспослал ему благословенное Писание, в котором содержится великое благо и могущественное знание. Коран выводит людей на прямой путь, избавляет их от болезней и недугов, освещает им путь во мраке невежества и содержит мудрые законы, в знании которых нуждаются все люди и джинны. Он указывает людям путь ко всему заветному и желанному, и поэтому является самым великим писанием, которое было ниспослано на землю со времен мироздания. А ниспослал его Аллах для того, чтобы люди размышляли над его аятами. В этом состоит подлинный смысл ниспослания священного Корана. Люди обязаны размышлять над его чудесными аятами, постигать их истинный смысл, задумываться над их тайнами и предписаниями. Только благодаря долгим размышлениям над удивительными значениями коранических аятов человек может постичь заключенное в них великое добро. Каждый раб Божий обязан задумываться над кораническими откровениями, и это занятие является одним из самых прекрасных и самых лучших деяний.
Из всего этого становится ясно, что чтение священного Корана, при котором человек размышляет над его смыслом, лучше, чем беглое чтение коранических аятов, при котором человек не может осмыслить их божественного смысла. Затем Всевышний отметил, что только обладающие здравым смыслом люди смогут уразуметь великое благо священного Корана. Они задумываются над его аятами, и им открывается чудесное кораническое знание. Это заветное желание каждого благоразумного человека, и чем выше сознательность человека, тем больше пользы он извлекает из священного Корана. Сура 38, аят 30. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. После того, как Всевышний Аллах восхвалил своего пророка Давуда и поведал о своей милости по отношению к нему, он поведал историю пророка Сулеймана, сына Давуда. Появление на свет Сулеймана было еще одной милостью Господа по отношению к Давуду, который был сильно рад рождению праведного сына. Сулейман обладал прекрасными качествами и действительно заслуживал самой лучшей похвалы. Одним из его качеств была искренняя преданность Аллаху. Он обожествлял только одного Аллаха, любил всей душой только Его одного, поклонялся и смирялся только перед Ним и обращался с мольбой о помощи только к Нему. Он усердно стремился снискать благоволение своего Господа и ставил эту цель превыше всего остального. Сура 38, аят 31. إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ. Это были превосходные лошади удивительной красоты. Аллах назвал их бьющими копытами, потому что, стоя на месте, они приподнимали одну из ног. Короли и правители больше других нуждаются в таких прекрасных животных, и поэтому Сулейман рассматривал лошадей и получал удовольствие от их прекрасного вида. Он продолжал наслаждаться этим зрелищем, пока солнце не скрылось за горизонтом, и земные удовольствия отвлекли его от вечерней молитвы и поминания Аллаха. Опомнившись, Сулейман горько пожалел о том, что произошло. Он решил восполнить собственное упущение и доказать, что ставит любовь к Аллаху превыше всего остального. Сура 38, аяты 32-33. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Земные радости – это богатство и все остальные мирские удовольствия. Но пророк Сулейман имел в виду именно прекрасных лошадей. Он велел вернуть к нему лошадей. Когда же их пригнали, он начал подрезать им поджилки и рубить головы. Сура 38, аят 34. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Испытанием для Сулеймана стало отлучение от престола, а причиной этого были обычные человеческие слабости. Аллах подверг своего пророка испытанию и позволил сатане воцариться на троне Сулеймана в течение этого промежутка времени. Но затем Сулейман покаялся и вернулся к власти в своем царстве. Арабский глагол «анаба» означает уполномочивать, молить о прощении, раскаиваться, возвращаться. В этом аяте Всевышний Аллах поведал как о покаянии Сулеймана, так и о его возвращении на трон. Сура 38, аяты с 35 по 38. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب
والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. Аллах внял его мольбе, вернул ему царство и одарил его властью, которой не обладал ни один человек после него. Он подчинил Сулейману джиннов и бесов, которые делали все, что он приказывал. Они возводили величественные строения, доставали со дна морей жемчуга и украшения, а тех, кто ослушался Сулеймана, он заковывал в тяжелые кандалы. Сура 38, аят 39. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. Аллах одарил Сулеймана этой великой милостью и сказал: «Мы одарили тебя для того, чтобы ты наслаждался благами своего Господа. Ты можешь одарять этими благами одних и лишать их других, и ты не будешь отвечать за свое решение». Этими словами Всевышний Аллах отметил любовь Сулеймана к справедливости и мудрость принимаемых им решений. Сура 38, аят 40. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. Земной удел Сулеймана был велик, и для того, чтобы люди не думали, что Сулейман не получит вознаграждение своего Господа после смерти, Всевышний Аллах сказал, что он будет одним из приближенных Аллаха и будет вознагражден самыми великими почестями. Из коранических повествований о пророках Давуде и Сулеймане можно сделать следующие полезные выводы и мудрые заключения. Всевышний поведал пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, о жизни его предшественников, для того, чтобы укрепить его веру и успокоить его душу. Аллах поведал об усердном поклонении и необычайной стойкости Божьих посланников и тем самым пробудил в пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует, дух соперничества и стремление еще лучше поклоняться Господу и терпеливо переносить все обиды и страдания, причиняемые невежественными соплеменниками. Именно поэтому Аллах вначале поведал о несправедливых речах мекканских многобожников, а затем повелел своему посланнику быть терпеливым и брать пример с пророка Давуда. Всевышний Аллах похвалил Давуда за его физическую и духовную силу и усердное поклонение. Аллах любит видеть своих рабов именно такими, потому что сильные люди могут лучше и дольше поклоняться своему Господу, нежели слабые и немощные. Из всего этого следует, что праведный раб Аллаха обязан укреплять свое тело и дух и опасаться ленности и праздности, которые ослабляют человека как в физическом, так и в духовном плане. Господь поведал о том, что стремление обращаться к Аллаху во всех начинаниях является одним из качеств Божьих пророков и избранников. Именно это качество Давуда и Сулеймана заслужило особую похвалу Господа, и поэтому мусульмане должны руководствоваться их путем и следовать их примеру. Всевышний сказал: «Это те, кого Аллах повел прямым путем. Следуй же их прямым путем». Сура 6, аят 90. Всевышний одарил пророка Давуда прекрасным и сильным голосом. Его голос был столь прекрасен, что даже немые горы и безмолвные птицы вторили ему, когда он славославил Аллаху по утрам и вечерам. Аллах поведал о том, что полезное знание и умение выносить правильное и справедливое решение является одной из величайших милостей Господа. Именно такой милостью Аллах почтил своего раба и пророка Давуда. Аллах напомнил пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и правоверным о том, как он заботится о своих пророках и избранниках. Если они допускают упущения, то он посылает им испытания, благодаря которому они избавляются от нежелательных качеств. В результате они становятся лучше и чище, чем были до совершения прегрешения, как это произошло с пророками Давудом и Сулейманом. Всевышний подчеркнул, что Божьи пророки были безгрешными в донесении до человечества откровений своего Господа. Если бы это было не так, то они никогда не смогли бы справиться с пророческой миссией. Из-за слабости человеческой натуры пророки допускали некоторые прегрешения, но Аллах исправлял их ошибки и проявлял к ним свое сострадание и милосердие.
Господь поведал о том, что Давуд большую часть своего времени проводил в святилище, поклоняясь Всевышнему Аллаху. Когда он уединялся в святилище, люди не входили туда, чтобы не отвлекать его своими многочисленными вопросами. Давуд отводил часть своего времени для разрешения возникающих у людей проблем, а часть времени проводил наедине со своим Господом, наслаждаясь поклонением и искренним служением Ему одному. Это помогало Давуду быть искренним перед Аллахом во всех делах и во всех начинаниях. Аллах подчеркнул необходимость соблюдения правил этикета при входе к правителям и всем остальным людям. 2 тяжущихся посланцев проникли в святилище Давуда необычным образом. Они не воспользовались дверью, как это делали остальные, и это испугало святого пророка. Более того, это не понравилось Давуду, и он справедливо счел такое поведение недостойным. Однако ни недостойное поведение, ни дурные поступки тяжущихся не помешали Давуду вынести справедливый приговор. Эта история также свидетельствует о совершенной выдержке и кротости Давуда. Он не разгневался на тяжущихся, которые проникли в святилище без разрешения. Он не стал их бранить и даже не упрекнул их. Мусульманский шариат разрешает одному из тяжущихся называть другого несправедливым человеком или использовать другие похожие выражения, потому что один из тяжущихся в присутствии Давуда сказал: «Не бойся, мы 2 тяжущихся. Один из нас поступил несправедливо по отношению к другому». Сура 38, аят 22. Аллах поведал о том, что человек, которому дают полезный совет или наставление, не должен гневаться или выражать недовольство, даже если он является знатным и хорошо осведомленным человеком. Напротив, он должен прислушаться к совету и поблагодарить доброго наставника. Именно так поступил пророк Давуд, когда 2 тяжущихся посоветовали ему быть справедливым при принятии решения. Добрый совет не заставил его разгневаться и не отвратил его от истины. Он принял справедливое и мудрое решение. Из слов пророка Давуда становится ясно, что зачастую материальные взаимоотношения делают родственников и друзей ненавистными врагами, и предотвратить это можно только благодаря богобоязненности, терпению, вере и праведности. К сожалению, именно эти качества реже всего встречаются у людей. Аллах простил прегрешение Давуда после того, как он попросил прощения у своего Господа и совершил земной поклон, и это свидетельствует о том, что молитвы о прощении, поклонение и, главным образом, намаз искупают человеческие грехи. Аллах вознаградил своих пророков Давуда и Сулеймана прекрасной обителью вблизи трона милосердного и почтил их многими другими райскими благами. Господь сообщил об этом для того, чтобы невежественные люди не подумали, что благополучие и преуспеяние в мирской жизни уменьшило вознаграждение святых пророков в жизни будущей. Это величайшее проявление доброты и милосердия Аллаха по отношению к своим искренним рабам. Если Аллах прощает людей, то Он стирает не только совершенные ими прегрешения, но и их последствия. Более того, Аллах избавляет своих кающихся рабов от беспокойства, которое они испытывают после совершения греха. Мусульмане очень часто переживают от того, что совершенные ими грехи могут помешать им обрести прежнюю веру и праведность. Всевышний Аллах избавил мусульман от этих переживаний и сообщил им о великой пользе покаяния. Воистину, это не составляет никакого труда для великодушного и прощающего Господа. Всевышний сообщил о том, что право выносить судебные решения является правом людей, которые хорошо разбираются в вопросах религии. Это право посланников и избранных творений. Эти люди обязаны принимать справедливые решения и избегать предвзятого отношения к тяжущимся. Для того, чтобы принять правильное решение и вынести справедливый приговор, судья должен прекрасно разбираться в вопросах мусульманского шариата, хорошо ознакомиться с сутью рассматриваемого дела и точно знать, какое шариатское постановление применимо в конкретных обстоятельствах. Если человек не обладает хотя бы одним из этих качеств, то он не имеет права принимать судебные решения. Как мы уже сказали, судья должен остерегаться предвзятого отношения к одной из тяжущихся сторон. Человек не может совершенно одинаково относиться к разным людям, и поэтому судья обязан бороться с собственными чувствами. Его единственной целью должно быть выявление истины,
и при вынесении приговора он должен уметь отбрасывать в сторону свою любовь или ненависть к одной из тяжущихся сторон. Аллах также поведал о том, что появление на свет Сулеймана было милостью Господа по отношению к пророку Давуду. Праведный сын был достоинством и заслугой своего праведного отца. Все это свидетельствует о том, что Аллах одаряет своего раба великой милостью, когда дарует ему благочестивого сына. Если же помимо всего прочего Аллах наделяет сына твердым знанием, то он становится подобен свету, осветившему и без того светлый путь. Аллах похвалил своего раба и пророка Сулеймана, когда сказал: «Как прекрасен был этот раб! Воистину, он всегда обращался к Аллаху». Сура 38, аят 30. Всевышний помогает своим рабам вершить праведные деяния и одаряет их превосходными качествами, а затем хвалит их перед остальными творениями, и это свидетельствует о великой милости и добродетели Всевышнего Дарителя. Аллах поведал о том, что пророк Сулейман ставил любовь к своему Господу превыше любви ко всему остальному. Все, что отвлекает человека от поминания Аллаха, заслуживает порицания, а потому каждый раб Божий обязан опомниться и совершать то, что принесет ему гораздо больше пользы, чем тленные земные удовольствия. Господь открыл своим рабам великую истину, которая гласит: если человек отказывается от чего-либо ради Аллаха, то Аллах возмещает ему упущенное с лихвой. Пророк Сулейман подрезал поджилки и отрубил головы прекрасным коням, и тем самым доказал, что ставить любовь к Аллаху превыше любви ко всему земному. Господь с лихвой возместил его потерю и подчинил Сулейману легкий ветер, который дул туда, куда хотел святой пророк. Одним утренним дуновением этот ветер пролетал месячный путь, и такое же расстояние он пролетал одним полуденным дуновением. Кроме того, Аллах подчинил Сулейману джиннов и бесов, которых Аллах наделил способностью совершать дела, на которые не способны потомки Адама. Сулейман был могущественным царем и пророком и имел возможность делать все, что ему было угодно. Однако он был справедливым правителем и всегда поступал справедливо. Он не был похож на пророков, которые оставались простыми рабами. Воля таких пророков всегда была подчинена воле Всевышнего Аллаха. Они ничего не совершали без дозволения Господа. Именно таким пророком был последний посланник Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, и эта форма пророчества более совершенна, чем предыдущая. Сура 38, аят 41. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. О Мухаммад, помяни праведного раба Аюба самыми хорошими словами и восхвали его самым достойным образом. Его поразила великая беда, но он проявил стойкость и терпение. Он не сетовал на свою судьбу и не просил помощи ни у кого, кроме Аллаха. Он воззвал к своему Господу и поведал ему о постигшем его тяжелом и мучительном испытании. Аллах позволил сатане лишить Аюба мирского благоденствия, и тело святого пророка покрылось гноящимися язвами. Однако страдания Аюба усугублялись тем, что он также потерял своих детей и все нажитое богатство. Сура 38, аят 42. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Ты сможешь утолить жажду и избавиться от мук и страданий. Пророк Аюб выполнил повеление своего Господа, и Всевышний Аллах исцелил его от болезни и избавил от страданий. Сура 38, аят 43. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. Существует мнение, что Всевышний Аллах воскресил погибших детей Аюба и даровал ему еще столько же детей, а также ниспослал ему несметное богатство. Аюб проявил терпение, и по своей милости Аллах почтил его щедрым вознаграждением как при жизни на земле, так и после смерти.
А повествование об этом славном пророке Всевышний сделал назиданием для благоразумных, и поэтому каждый мусульманин обязан задумываться над судьбой Аюба и делать для себя полезные выводы. Самый важный из этих выводов состоит в том, что каждый терпеливый раб удостаивается вознаграждения Всевышнего Аллаха как в земном мире, так и в последней жизни. А если он обращается с мольбой к своему Господу, то он непременно отвечает на его зов. Сура 38, аят 44. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Многие толкователи Корана говорили, что во время болезни пророк Аюб разгневался на свою жену и поклялся после выздоровления наказать ее 100 ударами прутом или лозой. Жена Аюба была праведной женщиной и в самые трудные минуты не бросала своего мужа. Поэтому, когда он оправился от болезни, Всевышний Аллах смилостивился над ней и велел своему пророку взять пучок из 100 прутьев и не сильно ударить им жену. Тем самым пророк Аюб не нарушил данную им клятву. Аллах подверг Аюба великому испытанию, но он проявил терпение и продолжал надеяться на милость своего Господа. Как прекрасен был этот раб! Славный пророк заслужил эту похвалу, потому что он самым совершенным образом справлялся со своими обязанностями как при благоденствии и благополучии, так и в суровую пору испытаний. Он надеялся на помощь Аллаха во всех делах, связанных с мирской жизнью и религией. Он любил всей душой только одного Аллаха, обожествлял только Его одного, обращался с мольбой о помощи только к Нему и непрестанно поминал Его самыми прекрасными словами. Сура 38, аят 45. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. О Мухаммад! Помяни добрым словом наших искренних рабов, возлюбленного Аллаха Ибрахима, его сына Исхака и его внука Якуба. Они обладали большой силой, которая позволяла им усердно поклоняться Всевышнему Аллаху, а также прозорливостью, благодаря которой они прекрасно разбирались в религии своего Господа. Эти прекрасные качества свидетельствуют о том, что пророки Ибрахим, Исхак и Якуб отличались своим знанием того, что может принести пользу, и праведными деяниями. Сура 38, аят 46. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. Аллах почтил их великой честью и наделил славным качеством, умением никогда не забывать о последней жизни. Благодаря этому качеству они всегда совершали праведные дела искренне ради Аллаха, помнили о том, что Аллах непрестанно наблюдает за своими рабами, и размышляли над тем, что ожидает людей в последней жизни. Каждый благоразумный человек обязан брать с них пример и стараться никогда не забывать о жизни после смерти. Сура 38, аят 47. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. Аллах избрал их, потому что они отличались самым благородным нравом и самыми праведными деяниями. Сура 38, аят 48. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. О Мухаммад! Помяни добрым словом святых пророков Исмаила, Аль-Яса и Зулькифла. Все они заслуживают самых лучших слов и самой славной похвалы, потому что были лучшими представителями человеческого рода. Аллах почтил их благородным нравом, наделил похвальными качествами, научил совершать праведные дела и одарил самыми изысканными чертами. Сура 38, аят 49.
هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. Это напоминание о славных качествах пречистых пророков. В самом начале этой суры Всевышний Аллах назвал Коран увещевающим именно потому, что он содержит в себе столь прекрасные назидания и напоминания. Они обязывают каждого сознательного человека брать пример с похвальных качеств Божьих посланников, напоминают им о милости Господа, который одарил своих избранников благородным нравом и прославил их имя среди остальных творений. До сих пор Всевышний Аллах описывал качества праведников, и это является одной из форм увещевания. Еще одной формой увещевания является напоминание о вознаграждении, которое ожидает праведников, и наказании, которое уготовано для злодеев и грешников. Поэтому далее Аллах поведал о том, что богобоязненным рабам уготовано наилучшее пристанище. Богобоязненные рабы – это верующие мужчины и женщины, которые выполняют то, что приказал Аллах, и избегают всего, что Он запретил. Для них Всевышний Господь сотворил прекрасное пристанище, в котором они остановятся после долгого путешествия. Затем Аллах более подробно описал эту удивительную обитель, которую Он назвал садами вечности. Всевышний сказал. Сура 38, аят 50. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. Это обитель вечного места пребывания, которая настолько прекрасна и совершенна, что праведники никогда не согласятся сменить ее на что-нибудь иное. Они ни за что не выйдут из райских садов, и никто не станет изгонять их оттуда. Двери их дворцов и горниц всегда будут раскрыты перед ними. Им не придется самостоятельно открывать дверей, потому что за них это будут делать покорные слуги. Все это свидетельствует о том, что обитатели рая будут пребывать в полной безопасности, и поэтому они вообще не будут запирать двери. Сура 38, аят 51. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Возлежа на прекрасных ложах и великолепных седалищах, они будут приказывать слугам принести им множество плодов и напитков. Они получат все, чего только пожелают их души. Это безупречное блаженство, совершенное умиротворение и великое удовольствие. Сура 38, аят 52. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. Рядом с праведниками будут находиться райские гурии. Аллах назвал их девами с потупленными очами, потому что они будут смотреть только на своих супругов, да и супруги не захотят смотреть ни на кого, кроме них. Все это свидетельствует о необычайной красоте обитателей рая, а также об их взаимной любви и верности. Ни один из супругов не станет мечтать о другом спутнике жизни и не станет искать для себя более желанной пары. Аллах также назвал райских супругов ровесниками, потому что все обитатели рая будут одного возраста. Они будут молоды и будут наслаждаться вечной жизнью. Сура 38, аят 53. هذا ما توعدون ليوم الحساب. О богобоязненные рабы! Такое вознаграждение ожидает вас в день расплаты, и вы заслужили его своими праведными деяниями. Сура 38, аят 54. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. Таким прекрасным уделом Аллах одарит каждого благочестивого человека, и этот удел никогда не иссякнет. Напротив, обитатели рая всегда будут наслаждаться удивительными дарами своего Господа, и с каждым мигом их удовлетворение будет только расти. Воистину, это не представляет никакого труда для Всевышнего Господа, великодушного, сострадательного, милосердного, доброго, щедрого, всеобъемлющего,
богатого, достохвального, проницательного, милостивого, властелина, справедливого судьи, славного, прекрасного. Его милость безгранична, а его щедроты неисчислимы. Более того, ни одно творение не в силах всесторонне познать даже малую толику его милости. Сура 38, аят 55. هذا وإن للطاغين لشر مآب. Так Аллах вознаграждает богобоязненных праведников. А что же ожидает ослушников, которые приступают к границе дозволенного и увязают в неверии и грехах? Им уготовано наихудшее пристанище, то есть после долгого путешествия они остановятся в самой ужасной обители. Затем Всевышний Аллах более подробно описал эту обитель и поведал о великих муках, чудовищном зное и лютой стуже, которые уготованы для неверующих и многобожников. Сура 38, аят 56. جهنم يصلونها فبئس المهاد. Они будут гореть в адском пламени, которое со всех сторон будет испепелять тела мучеников. Над ними будут навесы из огня, а под ними огненные настилы. Как же скверно это ложе, и как же скверно знать, что ты прикован к нему навеки вечные. Сура 38, аяты 57-58. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. Таково мучительное адское ложе. Таково суровое адское наказание. Таково унижение, бесчестие и страдания адских мучеников. Отныне их будут поить кипятком, который будет разрывать кишки грешников, а также гноем, самым отвратительным и самым скверным из всех напитков. Этот адский напиток будет иметь мерзкий вид, горький вкус и зловонный запах. Но и это не все. Адских мучеников ожидают подобные этим другие мучения, которые не принесут им ничего, кроме страданий и унижения. Сура 38, аяты 59-60. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. Как только неверующие окажутся в преисподней, одни из них начнут укорять и обвинять других. Вошедшие в ад первыми мученики скажут остальным: «Нет вам приветствия, воистину вам надлежит гореть в огне». В ответ им скажут: «Это вам не будет приветствия, вы призывали нас совершать грехи, искушали нас лживыми обещаниями, отвращали нас от истины и в конце концов обрекли на вечные страдания». Как же отвратительно это место пребывания, и как же много в нем зла и несчастья. О горе, мы с вами пробудем здесь вечно. Сура 38, аят 61. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. Затем они начнут проклинать нечестивцев, по вине которых они оказались в аду. Тогда Всевышний Аллах скажет: «Всем воздастся вдвойне, но вы не знаете этого». Сура 7, аят 38. Сура 38, аят 62. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. В мирской жизни нечестивцы считают правоверных мусульман дурными людьми и предполагают, что именно правоверные заслуживают наказания в аду. В последней жизни униженные и опозоренные неверующие не увидят вокруг себя мусульман, и они начнут интересоваться их судьбой.
Сура 38, аят 63. أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ. Неужели мы ошибались? Или же они вместе с нами попали в ад, но наши взоры не видят их? Может быть, мы действительно заблуждались, когда называли их дурными людьми? Может быть, они были праведниками, а мы несправедливо насмехались над ними? Они говорили: «Господи, мы уверовали, так прости же нас и помилуй, ибо Ты лучший из тех, кто милует». Но мы насмехались над ними и даже не вспоминали про своего Господа. А может быть, они тоже попали в ад и страдают вместе с нами, но мы не можем разглядеть их. Очевидно, последнее предположение покажется адским мученикам более убедительным, потому что воззрения, которые они исповедовали на земле, и чувства, которые они питали к мусульманам, не изменятся даже в последней жизни. Они станут неотъемлемым качеством каждого обитателя ада и будут заставлять грешников говорить столь дерзкие слова. Существует еще одно толкование этих аятов, согласно которому слова адских мучеников будут лишь самообольщением. Они обманывают друг друга в мирской жизни и будут обманывать друг друга в жизни будущей. Поэтому Всевышний Аллах поведал о том, что люди на оградах скажут обитателям ада: «Разве это не те, о которых вы клялись, что Аллах никогда не проявит к ним милости?» Сура 7, аят 49. Сура 38, аят 64. إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ. Всевышний засвидетельствовал истинность этого коранического повествования и сказал, что именно так будут пререкаться адские неверующие и многобожники. Это истина, в которой невозможно усомниться. Сура 38, аят 65. قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. О посланник, если неверующие потребуют от тебя сделать то, что не входит в твои обязанности и не находится в твоей власти, то напомни им о своей подлинной миссии. Ты всего лишь увещеватель, а власть над всем сущим целиком и полностью принадлежит Всевышнему Аллаху. Ты можешь приказывать и запрещать, призывать к добру и удерживать от зла. Всякий, кто идет прямым путем, делает это для себя, а всякий, кто сбивается с пути, наносит ущерб только себе. Никто не заслуживает обожествления и поклонения, кроме Всевышнего Господа, единственного, всемогущего. Эти божественные качества являются неопровержимым доказательством неделимого права Аллаха на поклонение Ему. Неограниченная власть может быть присуща только одному живому существу, и поэтому существование двух или нескольких всемогущих богов невозможно. Только Всевышний Аллах является полновластным господином Вселенной. Ему нет равных и подобных, и только Он заслуживает поклонения своих рабов. А поскольку истинным Богом может быть только Творец, Властелин и Правитель всего сущего, Всевышний Аллах в следующем аяте поведал о своем неделимом праве на господство. Сура 38, аят 66. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ. Аллах возвестил о том, что является единственным Господом небес и земли и того, что между ними. Он сотворил Вселенную, непрестанно заботится о ней и управляет по собственному желанию всеми происходящими в ней явлениями. Он могущественный, прощающий. Благодаря своему великому могуществу Он сотворил огромную Вселенную, а благодаря своему безграничному состраданию Он прощает кающимся рабам большие грехи и малые прегрешения. Господь, который обладает столь прекрасными качествами, действительно заслуживает поклонения. Он совершенно не похож на идолов и ложных богов, которые не в состоянии создать даже самое ничтожное творение или прокормить творение Всевышнего Аллаха.
Они не распоряжаются добром и злом, не обладают властью на небесах и на земле и не способны отпускать грехи и принимать покаяние. Сура 38, аяты 67-68. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. Аллах решил предостеречь неверующих от страшного наказания и для этого велел своему посланнику сказать им: «Весть о грядущем воскрешении и воздаянии настолько важна, что ни один человек не имеет права пренебрегать ею. Почему же вы тогда отвергаете это правдивое повествование, словно день расплаты, возмездия и вознаграждения минует вас? Если вы сомневаетесь в достоверности моих слов или отказываетесь поверить мне, то знайте, что я не выдумал это учение и не вычитал его в Писании. Я лишь передаю вам откровение моего Господа и не делаю в нем добавок и изменений. Именно это является величайшим доказательством моей правдивости и ярчайшим свидетельством истинности моей религии». Сура 38, аят 69. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. Мне ничего не было ведомо об ангелах. Если бы Аллах не открыл мне часть сокровенного знания, то я никогда не узнал бы о том, как ангелы припирались по поводу сотворения Адама. Сура 38, аят 70. يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. Проповеди и увещевания посланника Аллаха были доступны и понятны, и никому не дано превзойти его в этом умении. Сура 38, аяты 71-72. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Господь поведал о том, почему же все-таки припирались ангелы. Это произошло тогда, когда Аллах сообщил ангелам о сотворении человека. Он сказал: «Я создам человека из глины. Когда же я придам ему обличие и вдохну в него душу, то падите перед ним ниц». Благородные ангелы, не раздумывая, покорились воле своего Господа, и тем самым они не только выполнили его приказ, но и отдали дань уважения Адаму. Когда Всевышний Аллах завершил сотворение человеческого тела и вдохнул в него душу, ангелы убедились в превосходстве человеческого знания над познаниями обитателей небес. Именно поэтому Аллах повелел им поклоняться человеку. Сура 38, аяты 73-74. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. Иблис решил, что он лучше человека, и надменно отказался повиноваться своему Господу. После этого поступка Иблис оказался одним из неверующих, но Всевышний Аллах изначально знал об этом. Сура 38, аят 75. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. Я оказал человеку великую честь и тем самым возвысил его над многими другими творениями. Разве этого недостаточно для того, чтобы никто не смотрел на человека свысока? Неужели в тебе проснулось высокомерие? Неужели ты считаешь себя лучше других рабов? Сура 38, аят 76. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
Иблис решил, что он лучше человека, потому что огонь лучше глины. Однако в обоих случаях он ошибался. Огонь порождает зло, порок, гордыню и легкомыслие, а земля порождает деревья, травы, кустарники, скромность. Именно земля побеждает и тушит огонь, а не наоборот. Кроме того, огонь нуждается в дровах и растопке, а земля способна существовать самостоятельно. Все это доказывает, что возражения Иблиса были порочны и безосновательны, а ведь именно он является старейшиной всех неверующих. Нетрудно представить, какие бессмысленные и глупые доводы приводят его ученики и последователи, когда пытаются опровергнуть истину. Вне всякого сомнения, их доводы еще более безосновательны, чем доводы Иблиса. Сура 38, аяты 77-78. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. Господь изгнал Иблиса с небес и навеки вечные запретил ему появляться в почтенном вышнем сонме. А наряду с этим он навсегда лишил его своей милости. Сура 38, аят 79. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. Он испытывал величайшую ненависть по отношению к Адаму и его потомкам и горел желанием ввести в заблуждение всех, кому было суждено оказаться среди заблудших. Премудрый Аллах изначально собирался подвергнуть людей испытанию, и поэтому он внял мольбе сатаны. Сура 38, аяты 80-81. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. Этот срок истечет тогда, когда все потомки Адама пройдут испытания на земле. Как только Иблис получил отсрочку, он излил всю свою злобу и ненависть по отношению к Аллаху и человечеству. И поэтому далее Всевышний сказал. Сура 38, аяты 82-83. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Иблис прекрасно понимал, что Аллах непременно убережет от его козней людей, которые будут искренне поклоняться и усердно повиноваться своему Господу. Именно поэтому он поклялся величием и могуществом Всевышнего Аллаха, и это является одним из толкований этих аятов. Согласно другому толкованию, эти аяты следует перевести следующим образом. «Благодаря твоему могуществу я совращу их всех, кроме твоих искренних и преданных рабов». Иблис осознавал собственную слабость и твердо знал, что не сумеет ввести в заблуждение людей, если на то не будет воли Господа, и поэтому он попросил Аллаха помочь ему ввести в заблуждение потомков Адама. Он пошел на такой шаг, даже будучи лютым врагом Всевышнего Аллаха. «Господи, мы являемся слабыми и беспомощными творениями. Мы не выполняем всех своих обязанностей, но зато принимаем все многочисленные щедроты, которыми Ты одаряешь нас. Мы надеемся на Твое могущество, величие и милосердие и твердо знаем, что Твоя божественная милость объемлет всякую тварь. Ты осеняешь нас своей милостью и оберегаешь нас от бед и несчастий, и поэтому мы просим Тебя защитить нас от козней сатаны и отдалить нас от многобожия и злодеяний. Мы верим в то, что Ты непременно услышишь нашу мольбу и ответишь на наш зов. Ты сказал: «Взывайте ко мне, и я отвечу вам». Сура 40, аят 60. Мы верим Твоему обещанию, выполняем Твое повеление и просим Тебя удовлетворить нашу мольбу и исполнить свое обещание. Ведь Ты не нарушаешь обещаний. Сура 3, аят 194. Сура 38, аяты 84-85.
قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. Я заполню ад тобою и всеми твоими последователями из числа людей. Можешь не сомневаться в моих словах, потому что я говорю только правду. Истина — это одно из моих похвальных качеств. Сура 38, аят 86. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. Я не прошу у вас вознаграждения за мои проповеди и увещевания, и я не придумываю небылиц о сокровенном. Я лишь передаю вам откровение Всевышнего Господа и выполняю то, что мне приказывает Аллах. Сура 38, аят 87. إن هو إلا ذكر للعالمين. Это священное писание напоминает людям обо всем, что может принести им пользу в мирской и духовной жизни. Благодаря ему одни люди обретают славу и величие, а другие лишаются возможности оправдать свое неверие и непослушание невежеством и незнанием. Эта славная кораническая сура содержит в себе мудрое напоминание и великую весть, а также неопровержимые доводы и доказательства, которых достаточно для того, чтобы убедить каждого неверного, осмелившегося отвергать Коран и обвинять во лжи пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Всевышний поведал в ней о судьбе искренних и богобоязненных рабов, а также о воздаянии, которое ожидает людей в последней жизни. Именно поэтому Всевышний Аллах в самом начале суры назвал Коран увещевающим писанием, а в предпоследнем аяте назвал его наставлением для обитателей миров. Кроме того, на протяжении всей суры Аллах неоднократно напоминал своим рабам об этом прекрасном качестве священного Корана. Сура 38, аят 88. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. Неверующие непременно убедятся в правдивости последнего небесного писания. Произойдет это через некоторое время, но когда это произойдет, на них обрушится мучительное наказание, и они лишатся возможности наверстать упущенное.